Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Все дети достойны счастья. Праздничные мероприятия в столице в Международный день защиты детей. Виктор Авицба о народной дипломатии и миротворческом процессе. Вторая лекция из цикла, посвященного абхазской народной дипломатии и правам человека. Спектакль «Аллегория» в Абхазском драмтеатре с огромным успехом прошла постановка Юго-Осетинского театра «Черная бурка». 1 июня президент Аслан Бжаня поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Дети – наше будущее, забота о них – наш главный приоритет. Дети всегда были самыми незащищенными представителями общества, а потому мы стоим на страже их безопасности, обеспечивая мир и порядок в стране. День защиты детей – это очередной способ привлечь внимание взрослых к проблемам детей, защитить их права. Желаю всем детям побольше радостных моментов и веселых летних каникул, крепкого здоровья, успехов, беззаботного и счастливого детства». Спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба поздравил граждан республики с Международным днем защиты детей. В поздравлении, в частности, говорится: «Для нас, взрослых, нет ничего важнее улыбки каждого ребенка, его здоровья, спокойной и мирной жизни всех детей, создание условий для получения ими полноценного образования, раскрытия их талантов и возможностей для достижения жизненных высот. Мы желаем, чтобы в нашей республике, в каждой семье и на самом высоком государственном уровне все детские проблемы всегда успешно решались». Председатель АНД Атгур Ардинба обратился к родителям Абхазии в День защиты детей. Как в частности отмечается в обращении: «Помните, что наши дети смотрят на нас как на зеркало. Именно в наших действиях и поведении они находят образцы для подражания. Поэтому стараемся быть искренними, справедливыми и терпимыми в каждом своем поступке. Прививаем традиционные ценности абхазского общества. Пусть каждый ребенок будет окружен заботой и любовью. Пусть их детство будет наполнено радостью и игрой, а взрослые станут источником вдохновения и надежной опорой». К сожалению, Абхазия не является исключением в вопросе нарушения прав, свобод и законных интересов детей. Об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека в Абхазии Анас Кишмария в День защиты детей. «Мы наблюдаем отсутствие закона об образовании, недостаточный уровень эффективности органов опеки и попечительства в районах республики, отсутствие квалифицированной системной психиатрической помощи детям и многие другие проблемы. Более того, становится особенно сложно соблюдать права детей, когда их по тем или иным причинам нарушают родители. Родители, как и государство, должны признавать и соблюдать права, свободы и законные интересы детей», отмечается в частности в обращении омбудсмена. Аппарат уполномоченного по правам ребенка поздравляет граждан страны с Международным днем защиты детей. Отмечать День защиты детей начали с 1949 года после состоявшегося конгресса, в котором приняли участие представители Международной демократической федерации женщин, которые ратифицировали вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. Впервые официально эту дату 1 июня стали отмечать с 1950 года. После этого Организация Объединенных Наций выделила вопросы детства, все вопросы, связанные с защитой прав и интересов несовершеннолетних, как отдельное направление. Основным международным документом, в котором прописаны права и законные интересы несовершеннолетних, является Конвенция прав ребенка, принятая в 1989 году, 20 ноября, Организацией Объединенных Наций. День защиты детей — это напоминание обществу о необходимости защищать права и законные интересы несовершеннолетних. От нас, взрослых, зависит, какое будет будущее у наших детей, какое будет детство, будет ли оно наполнено радостью, счастьем, любовью, или же наполнено проблемами, с которыми дети не должны сталкиваться. Я, как уполномоченный по правам ребенка,
ребенка с большим удовольствием поздравляю с Международным днем защиты детей всех детей мира, всех маленьких граждан нашей республики и с большой любовью желаю им счастливого детства. Международный день защиты детей служит ежегодным напоминанием взрослым о том, какую большую ответственность каждый из нас несет перед подрастающим поколением. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из главных приоритетных направлений органов государственной власти Республики Абхазия. Это также является одним из приоритетных направлений и главной задачей деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия. И учитывая данные обстоятельства, мне бы хотелось от лица коллектива аппарата уполномоченного по правам ребенка выразить искреннюю благодарность в первую очередь родителям, педагогам, медицинским и социальным работникам, а также должностным лицам и сотрудникам органов государственной власти и общественным структурам за ваш ежедневный труд, который вы вкладываете в подрастающее поколение Республики Абхазия. В этот первый летний день, ребята, мне бы хотелось вам пожелать здоровья, успеха и удачи во всех ваших начинаниях, веселых каникул и хороших, добрых впечатлений. Дети — это будущее нашего государства. Ценности, которые вкладывают в них сегодня, уже завтра будут формировать их как граждан и представителей нашего социума. Дружеское общение, совместное времяпровождение, приобщение к труду через собственный пример создают ценности, которые будут сопровождать их в течение жизни. В этот праздничный день я хотела бы пожелать вам, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью, заботой и пониманием. Будьте смелыми и добрыми, верьте в свою мечту и наполняйте мир вокруг вас яркими красками. Ну а мы, взрослые, постараемся всегда быть рядом с вами и защищать ваш хрупкий детский мир. В сознании и душе нашего народа вопросы детства всегда были в приоритете. Любой ребенок живет с надеждой в светлое и радостное будущее. Эту надежду подрастающего поколения мы с вами в силах осуществить. Желаю всем детям республики, чтобы рядом всегда были взрослые люди, которые смогут понять, услышать, научить и уберечь. В День защиты детей уполномоченный по правам человека Анас Кишмари и уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли посетили Государственный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Кишмари передала подарки для кабинета арт-терапии. Главврач медучреждения Лиана Мухвари поблагодарила гостей за внимание и участие в жизни центра. Правозащитники ознакомились с проблемами учреждения, пообщались с детьми. Главврач реабилитационного центра Лиана Мухвари рассказала, что на сегодняшний день в центре есть потребность во враче по физической терапии, расширении диагностических возможностей, новых тренажерах для зала ЛФК. Во Всемирный день защиты детей министр здравоохранения Эдуард Будба посетил детскую поликлинику и ознакомился с работой учреждения. Глава Минздрава посетил прием у детского врача, пообщался с родителями маленького пациента, спросил, какие есть сложности. Педиатр Сухумской городской поликлиники Смогуня рассказала, что за смену она принимает до 35 детей. Основными инфекционными заболеваниями остаются коклюш, паротит, ветрянка, активизировалась скарлатина. Министр поинтересовался, с какими проблемами сталкивается медучреждение. Гуня отметила, что технически поликлиника обеспечена всем необходимым для приема пациентов и оказания первоочередной помощи. Однако есть кадровый дефицит. С чем приходится наиболее часто сталкиваться сейчас, учитывая то, что сейчас предстоит и курортный сезон, и нагрузки будут большие, именно по нозологиям, по детишкам? В день 35 детей принимает как минимум один педиатр. Не говоря уже о узких специалистах, узкие специалисты больше принимают в день до 50 детей. По нозологиям, нозология сейчас разного характера. Сейчас, к сожалению, поднялось такое заболевание, как скарлатина. И немало такого диагностируем. И поэтому у нас снабжены мы стрептотестами. В больном кабинете принимаются детки, это в 15 кабинете. Проводим необходимые манипуляции, которые можно провести амбулаторно. Ну, у вас средняя нагрузка получается за рабочую смену в районе 30 детишек, да? Да. На данный момент какие ощущаете сложности, чем помочь лечебному учреждению? В плане техническом всего достаточно. Кадровый дефицит кадров. Это у нас большая проблема. Да, основная большая проблема. Хорошо.
Министр Эдуард Будба поздравил всех малышей с Днем защиты детей и пожелал им самого главного здоровья. 1 июня 2023 года дети собрались на Международный день защиты детей на культурно-деловой платформе ГУМА, чтобы поучаствовать в играх и образовательных мероприятиях. Мероприятия были осуществлены при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ и Агентства США по международному развитию. В рамках мероприятий были проведены мастер-классы для детей на тему науки, искусства и безопасной среды. Хотела бы отметить, что празднование Международного дня защиты детей становится уже такой доброй традицией для нас в Абхазии. Это нас очень радует, потому что ЮНИСЕФ на ежедневной основе прилагает множество усилий для улучшения детского здравоохранения, образования, развития социальных условий для детей и их семей. И поэтому для нас крайне важно способствовать тому, чтобы вопросы, касающиеся детей, приобретали особую важность и становились частью общей повестки. И сегодня мы с радостью поддержали проведение такого мероприятия, когда у детей появляется площадка для того, чтобы они смогли научиться новому через игру. Потому что дети лучше всего обучаются и учатся, приобретают новые навыки и знания через игры. И они не только получают новые знания, но при этом еще учатся выходить из зоны комфорта, развивать свои лидерские способности, получают социальный новый опыт. И для нас это очень важно. Также отдельно я хочу сказать о том, что ЮНИСЕФ всегда приоритизирует детей, которые находятся в наиболее уязвимом социальном положении. Сегодня тоже не исключение. Часть детей, которые сегодня принимают участие в мастер-классах, это подопечные фонда Ашана, благотворительного общества Киарас и учащиеся Сухумского лицея-интерната. Мне хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров, которые также приняли участие в организации этого мероприятия, культурно-деловую платформу ГУМА, а также авторов всех мастер-классов, которые, кстати, согласились принять участие на безвозмездной основе. Репортаж из рубрики «Амшахты» с детского праздника на культурно-деловой платформе ГУМА смотрите после выпуска новостей. Новый развлекательный центр для детей «Трон Кидс» открылся в Сухуме. Первые гости с удовольствием испытали на прочность все горки, лабиринты и развлечения, которые предлагает центр. Владельцы очень старались завершить ремонт и оснащение центра, чтобы приурочить открытие ко Дню защиты детей и подарить маленьким жителям нового района настоящий праздник. Подробнее Надежда Боровикова. Жители нового района, а в большей степени, конечно, их дети, с нетерпением ждут открытия нового развлекательного центра «Трон Кидс». В первый рабочий день владельцы устроили настоящий праздник. Бесплатный вход, аниматоры и напитки для всех желающих. Дети с нетерпением отправились испытывать новые аттракционы, ведь это первый игровой центр в новом районе. Мы исходим из потребностей молодежи и детей. У нас сеть, получается, у нас и компьютерная, и кальянная, и детскую мы решили открыть, так как у нас очень много друзей семейных, и мы испытываем нехватку детских центров. Около полугода шел у нас ремонт. Вот мы с моим другом своими руками все делали, и получается, мы приурочили свое открытие ко Дню защиты детей. Детский центр выполнен в небанальной цветовой гамме. Основная тема дизайна – космос. Для создания росписи на стенах приглашали художников из Москвы. Горки, лабиринты, качели, батут, детские кухни и конструкторы подобраны так, чтобы занять ребенка любого возраста. В центре также есть кафе на 40 посадочных мест, где можно организовать детский праздник. У нас, получается, стоит час 300 рублей. Когда дни рождения 400 и безлимит 500 рублей. То есть дни рождения у нас тоже можно отмечать. Естественно, для многодетных и так далее у нас будут скидки. Абонементы мы пока рассматриваем. У нас есть личный свой фотограф, у нас будут свои аниматоры. То есть персональные под наши, в общем, будем все предоставлять полноценно. Не меньше детей открытию центра рады родители. Организовать детский день рождения стало гораздо легче. В моем районе вообще ничего не было. Вот идеально, что открыли детский центр, есть где им поиграть теперь. Сестра моя здесь тоже. Вообще классно очень. Будем ходить сюда уже часто. Был только один этот сквер, если честно, и приятно удивлены, что на новом районе наконец-то открылась игровая. Деток много, поэтому, мне кажется, все счастливы. И дети, и родители.
Детский развлекательный центр Tron Kids будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Возрастной ценз для посетителей от 3 до 12 лет. Центр оборудован камерами видеонаблюдения, а все аттракционы для детей соответствуют международным нормам безопасности. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Президент Аслан Бжани принял министра культуры Южной Осетии Радмилу Дзагоеву. Добро пожаловать в Абхазию. Я внимательно слежу за мероприятиями, проводимыми в рамках Дней культуры Южной Осетии в Абхазии. Культура, безусловно, играет важную роль в жизни общества и государства. Мы всячески приветствуем и поддерживаем культурный обмен между нашими странами. Приветствовал Дзагоеву глава государства. Министр культуры Южной Осетии с удовлетворением отметила, что Министерство культуры двух республик намерены развивать и расширять сотрудничество в сфере культуры. Большое спасибо за поддержку, потому что если культура поддерживается на самом высоком уровне, если есть зеленый свет от президента, то можно и горы свернуть, сказала она. В рамках Дней культуры Южной Осетии в Абхазии, которые проходят с 30 мая по 2 июня, сегодня в пресс-центре «Спутник Абхазии» состоялась пресс-конференция Министерства культуры Абхазии и Южной Осетии Даура Ковы и Радмилы Дзагоевой. Действительно, в апреле месяце по нашей совместной договоренности с Радмилой Филипповной мы провели Дни культуры Республики Абхазия в Республике Южная Осетия. И вот сегодня мы проводим Дни культуры Южной Осетии в Абхазии. Вчера у нас состоялось торжественное открытие дней. И сегодня, подводя итог, в 18 часов в филармонии у нас выступит именитый юго-осетинский ансамбль «Симт». Вот, и этим мы будем закрывать Дни культуры. Но хочу сказать, что у нас впереди очень много планов, которые мы обсуждали, и я уверен, мы их будем реализовывать. Театр у нас национальный, основной акцент мы делаем на наше родное, на национальную драматургию. «Черная бурка» — это одно из ярких произведений национальной драматургии. Первый раз на юго-осетинской сцене ее ставил сам автор, то есть она у нас ставится уже во второй раз. Спектакль новый, фактически вчера состоялся всего 5-й показ. После премьеры в Цхинвале мы показали спектакль в Грозном и теперь уже в Сухуме. Я думаю, выбор не случайен, потому что всегда хочется вывозить что-то свое, национальное, чтобы знакомить ближе, да, людей за пределами Южной Осетии именно с нашей драматургией осетинской. В четверг вечером на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба выступил государственный ансамбль Южной Осетии «Симт» имени Бориса Галаева, который в этом году отмечает 85-летие со дня присвоения ему звания государственного ансамбля Республики Южная Осетия. А накануне в Абхазском драмтеатре с огромным успехом прошел спектакль Юго-Осетинского театра «Черная бурка». Удивительно трогательная постановка, в которой удалось показать и хорошие, и плохие черты в людях, причем показать ярко, с помощью перевоплощения актеров в зверей. Спектакль состоялся в рамках Дней культуры Южной Осетии в Абхазии. Слово Марианне Котовой. На сцене Абхазского театра снова спектакль «Аллегория». Это юго-осетинские актеры рассказывают историю о человеческих пороках, используя образы животных. Драматург Георг Хугаев в пьесе «Черная бурка» описал самые главные качества человека – и плохие, и хорошие, наделив ими домашних питомцев и обитателей леса. А режиссер воплотил материал на сцене, используя все возможные средства для выражения. А самое главное – танец. Показ спектакля «Черная бурка» проходит в рамках Дней культуры Южной Осетии в Абхазии. Совсем недавно Дни абхазской культуры проходили в Цхинвале. И юго-осетинские коллеги по культуре уверены, что их встретит в Сухуме такой же теплый прием. Для нас каждый визит в Абхазию – это своего рода визит к себе домой. Потому что наши народы объединены
очень многим, особенно на протяжении всей своей новейшей истории. У нас схожие судьбы, у нас достаточно долгий совместно пройденный путь, у нас сотрудничество в разных направлениях жизнедеятельности наших республик. Министр культуры Абхазии Даур Койва согласен со своей коллегой. Он также уверен, что необходимо чаще проводить такой культурный обмен. Конечно же, я уверен, что подобного рода мероприятия, они являются ключевыми, одними из ключевых в вопросах именно сближения наших братских народов. Нас очень много чего связывает, и подобного рода мероприятия, они еще больше подтверждают близость нашего народа, наших людей. И я считаю, что нужно проводить как можно больше таких обоюдных взаимных мероприятий на территории нашей республики. Посмотреть на игру юго-осетинских артистов пришло множество зрителей. Мест в зрительном зале хватило не всем. А все дело в том, что люди пытаются не упустить любую возможность увидеть что-то новое. Мы решили посмотреть на выступления гостей абхазских, посмотреть театр прекрасный в очередной раз. Нам очень нравится здесь бывать. Не упускаем возможности сходить в театр. По словам зрителей, культурная жизнь Сухума весьма насыщена, а такие спектакли по обмену еще и обогащают ее разнообразием. И, конечно, когда люди приезжают разные, разносторонние, показывают свою культуру, это, конечно, все очень обогащает культуру не только Абхазии, но и вообще здесь и России, и россиян много, и другие иностранцы, скажем так. Спектакль «Черная бурка» шел на осетинском языке с синхронным переводом. Вторым мероприятием в рамках Дней юго-осетинской культуры в Абхазии станет выступление прославленного ансамбля «Симт». Марьяна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ. Власти сделали все, чтобы удержать ситуацию в цивилизованном русле и не столкнуть людей. Власть показала, что может защитить конституционный строй от радикальной оппозиции. Конец цитаты. Об этом говорится в заявлении Республиканской политической партии Амцахара. В нем также отмечается: мы, как руководство страны, считаем, что сейчас не самое подходящее время для проведения митингов. Абхазии сейчас как никогда нужна социальная стабильность. Пришло время подумать о том, какой вклад каждый лично может внести в развитие страны. Никто не имеет права укреплять свои амбиции за счет народа и его покоя. Надо уметь договариваться и находить компромиссы. Мы не раз говорили, что ни президент Аслан Бжани, ни те, кто находится в руководстве страны, ни сторонники нынешних властей никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавали, не сдадут интересы Абхазии. И никому этого не позволят. Мы такие же патриоты и не меньше переживаем за судьбу страны, за которую проливали кровь наши боевые друзья. В свою очередь, республиканская общественная организация «Айтгалара» вновь призывает все общественно-политические силы страны в ближайшее время принять активное участие в формировании новой общенациональной политической платформы, направленной на защиту интересов абхазского государства и его народа. Об этом говорится в заявлении Высшего совета «Айтгалара» от 31 мая, с полным текстом которого можно ознакомиться на официальных ресурсах организации. Абаза ТВ продолжает серию лекций, посвященных абхазской народной дипломатии и правам человека. Вторую лекцию «Народная дипломатия и миротворческий процесс», которую вы сможете увидеть после выпуска новостей, читает кандидат исторических, заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авицба. Тема «Яскуп. Жылар дипломатия». Жылар дипломатия айны шырыт процессы чым. Жылар дипломатия хажылар ашышықсқа, азкишықсқа иргуларгыз илгару. Ехе хазчылымхау жылар дипломатия ебан панаги яхыцхырты. Ажын ялқыни мазид хари хажылар идырчаз илгару. Жылар дипломатия хыцхыртыгу харих пулут нас ишевтурвепш имачим кахри айлка кахпулут апсу сахаркот литература хапсу шкуицу классиксу русум тукурча и кахпхизер колот хумпата багратшин поем герт и рацины уиза айлка дыра кахпулут михалакарба и усум туку юмтакурча анейс Жылар дипломатия яд хило дырку харе
يحبخشوت يحرتوت أبريجات بشوشك يحرك زيف بشوشك زبسني يعوز أدم حنت كارك رقم بيحرك ورستولقم أتشينوا أنوغيتش درا أتشينوا حبا عرض متصورة خز جزء درا روسكو نقدزو يا روسكو رولتشجو أبري حراحز تلم حو عبس كولتورة تاسا كاب زاد حول دركوجي رسمي حسن نرجي تو يكوح بخد زرق غلط سمالينسكي بوشكاروف تشيرنيشوف وحار تورناو يرتزن تورناو يحزن نيجي تو بشخورة بشخور كحسب البرادقن ويوصي نتحولنجي وبيدركو رسمي حسن نيجي. Смотрите вторую лекцию проекта в нашем сегодняшнем эфире. Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и в дальнейшем до Сухума, рассказал Апсны-Яхья главный инженер РЖД Леонид Куро. На выходе у нас договор с РЖД по ремонту контактной сети. В течение месяца должна приехать бригада. Это было требование по запуску электропоезда «Ласточка», объяснил Куро. Кроме того, на 4 железнодорожных переездах установят шлагбаумы и сигнализации. Оборудование уже закуплено. Церемония закрытия открытого детского теннисного турнира, приуроченного ко Дню защиты детей, прошла в среду на площадке теннисного клуба «Акуа». Турнир стартовал 28 мая и был организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и Дом Москвы в Сухуми. В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки до 10 лет и от 10 до 13. Победителям турнира вручили кубки, медали, грамоты и памятные призы. Вниманию потребителей электричества Гудаутского района. В пятницу, 2 июня, они останутся без электричества на 5 часов. Как сообщает РУП Черноморэнерго, в этот день с 11 до 16:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция Гудаута-Тяга. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25. Температура морской воды 19 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.